Зовут меня Будамшу, земли родной я сын. Пусть спасу чужих телят, но известен всем в округе. Лет мне 17-18, и в Аге, и в Хари родина моя. Орегуном Буве меня прозвали, и в Аларе, и в Бохане известен я. Кого ты ищешь, Будамшу? Именно вас, мой дорогой. Так я же перед тобой. Разве? Пока же вижу только телесную оболочку. А что тебе еще надобно? Совесть, дорогой мой. И душу тоже. Весел я и смышленый, земли бурятской сын, неунывающего Будамшу во всех селах знают. Будамшу, развесели нас. Можно. Только сначала вы меня. Как же это сделать? Проще простого. Главное, чтоб я видел веселых людей. Говорят, на Будамшу разгневался один богач. Если ты мне не хочешь поклониться, то хоть уваж мой чин высокий. На что Будамшу мгновенно дал такой ответ. Что такое ваш чин? Всего лишь кресло. И какое бы оно ни было высокое, кто же пустому креслу кланяется? Будамшу, купишь коня? А зачем? Их у меня самого много. Тогда продай одного из них. А они у меня не продаются. А где же их пасешь? Как где? Да вот в своей голове. Что с тобой, Будамшу? Ты же задом наперед сел. Вперед у меня конь смотрит, а я назад, чтобы сзади не ударили. Будамшу, почему с нами не пьешь? Среди пьяных лучше быть трезвым. А почему один пьешь? А среди трезвых выпившему веселее. Хороши ли ваши мужья, милые женщины? Хороши. Да ни слова из них не вытянешь. Мужчины, а хороши ли ваши жены? Хороши, да только вот никогда не молчат. Женщины, если честно, не ревнуете своих мужей? Нет, но никогда с них глаз не спускаем. Мужчины, скажите честно, не ревнуете своих жен? Нет. Но все же далеко от себя не отпускаем. Женщины, что нужно для того, чтобы вас любили? Любите, любите нас. Может, от искр ваших чувств и мы воспламенимся. Как увидел, влюбился.
узнал, изменил. Дедушка, а почему вы такой грустный? А ничего радостного в моей жизни нет. Дедушка, простите меня, только таким я родился. Всегда мне хочется докопаться до корней. Будь это счастье или горе, особенно когда я вижу человека в печали. Скажите мне, в беде всегда надо помогать. Вот и я, может быть, пригожусь. Такой ласковый, сердечный. Откуда и чей будешь? Много у меня имен. Бакей закавни Аляшара, в Баргое Селенге Будамшу, в Агее Хоре Орегон Бубе, в Тугну и Равне Тужо, в Бичуре и Хилке, Пастух Бургалтай. Не раз слышала эти имена. Все же, где твои родители живут? И Хореагинск, Баргузин и Селенга, и Хирит, и Аларь все считают меня своим сыном. Значит, и родители мои во всех районах, во всех сторонах родного края. Ответьте на мой вопрос и успокойте меня. По виду ты молод, а вот народ тебя знает и любит. Как же такому человеку не рассказать про свою жизнь? Спасибо, слушаю вас. Когда-то и я был молодым, тоже старался помогать людям в беде. Где же теперь мои 20 лет? Карабкался по скалам, добывал зверя, бродил по тайге, добывал соболя. Говорят, в Улусе был первейшим охотником. Возвращусь с охоты, а меня встречает моя любимая жена Сысек. Потом дочь родилась, словно луч света в юрте блеснул. После смерти жены самым дорогим существом на свете стала моя дочь. Когда стал пастухом, на руках ее носил за отары, спать забывал, вырастил ее до 17 лет. А сейчас богач Хорни отбирает дочь и насильно отдает старому сластолюбцу, развратнику Елвон-Найону. Почему так горька моя судьба? За какие грехи мне такое наказание? Хлещет град, плохо жить на свете тем, кто не богат. Недан? Почему тут пасешь? Сейчас же гоняй овец в долину. Край чудесный манит только лишь во сне, но лишь день настанет,
Снова грустно мне. Ах, ленивая тварь. Вместо того, чтобы пасти овец, песни распевает. Так и знал, нарочно пришел, чтобы проверить. Почему держишь овец на голом холме? Гони в долину, живо! Найдан? Найдан! Сюда, шевелись быстрее! Отвечай, будет ли твоя дочь работать? Ну, отвечай. Бедная девочка. Была бы жива ее мать, не мучилась бы так. Что вспоминаешь про давно умершую жену? Ты дочери скажи, услышу еще раз, что она песни поет, глотку я вырву, понял? А теперь гоните овец в долину. Хорняхай, ведь овцы в такую жару не хотят двигаться с места. Прочь, нет времени с тобой разговаривать. О, боги небесные, о, хозяева духи этих мест, прибавьте к моим богатствам еще богатства. Еще сделайте меня наемным начальником. Это же сам Елбой Наён со своим писарем Белду. Чего же они тут в голой степи остановились? Эй, Мунса, Балбар! Видите, к нам пожаловал сам Елбой Наён. Скорее примите у него коня. Здравствуйте, высокочтимый Наён. Здравствуй, Горни. Здравствуйте, здравствуйте. Какому счастливому случаю я обязан лицезреть вас тут? Прошу, присаживайтесь на этот камень. Устали, наверное? Да, устал. От самого Дацана с лошади не слезал. Решили тут остановиться. Немного передохнуть, жажду утолить. Подай-ка Белду, Эйрак. Сейчас, мигом. Какие же срочные дела заставляют вас так торопиться, высокочтимый Наён? Умер мой заместитель Табхай Наён.
Что? Что вы сказали? Вот счастье. Что ты мелешь? Говорю, какое несчастье, какой ужас. А кто же на его место станет Найоном? Пока этот вопрос не решен. Вот только установили срок, когда его хоронить. В Дацане установили срок. Вот какие дела. У меня, значит, был сон. Будто свиделся я с самим Богдо-Гогеном. И он в своих священных книгах вычитал, что суждено мне в будущем стать Найоном. Вот и думаю, к чему бы этот сон? Стать Найоном? Чтобы... Чтобы быть Найоном, надо данные иметь. Высокий рост, зычный голос, зоркие, не такие, как у тебя, узкие глаза. Вот-вот, голос у меня зычный. Сейчас вы в этом убедитесь. Вон там вдали девушка овец пасет. Вот сейчас я ее покличу, и она прибежит. Герел! Герел! Иди сюда! Видите? Она сюда бежит. Значит, услышала. А что? Зычный голос. Не сказал бы. По голосу могу стать Найоном? Вот глаза уж очень узкие. Зато зоркие. Вон, видите, на холме бегут 25 тарбаганов. Впереди бежит самый матерый. А на его заднице 2 мухи сидят. О чем это он? Не то что мух. Тарбаганов не вижу. Стало быть, зрение у меня лучше вашего. Могу быть Найоном? Как думаете, могу? Вы звали меня, хозяин? О, какая красавица! Личико какое кругленькое, румяное. Алая бусинка. Ну, подойди ко мне. Да, красиво. Ну, подойди же, коли тебя зовут. Будь умница, подойди к почтенному его Найону. Ах, красавица. Ах, какое везение. Это Бог надоумил остановиться именно на этом месте. Давно так не вскипала кровь. Пойди сюда. Неблагодарная, ноги твои переломаю. Позвольте, я ее за косы приволоку. Погоди, Белду. Куда она денется? Все равно моей будет. Глупенькие девочки по первости всегда так.
Значит, она твоя девушка? У меня служит. Какая красавица. Во многих краях побывал. В Тибете, Маньчжурии, Корее, в Монголии. Но таких не встречал. Красивая, свежая девушка. Арни, отдай ее мне. О, как это можно? Кто же будет пасти моих овец? Невозможно, от меня требуете. Тогда скажи, что ты хочешь за эту девушку? Есть у меня мечта всей жизни стать Найоном. Вместо Тарбай Найона сидеть рядом с вами. Если это мое желание исполнится, девушку отдам. За простую служанку-пастушку невелика ли цена? Что же делать? Будь по-твоему. Только уговор. Ты должен доставить ее немедленно. А то терпеть уже не вмочь. Даю слово, завтра же утром ее доставить к вам. Значит, я стану Найоном? Станешь, только ты свое слово сдержи. Ну, Велду, поехали. А ты поторопи девушку. До свидания. Завтра же. Не забудь. До свидания, до свидания. До свидания. Какое счастье! Без всяких расходов вдруг стану Найоном. Исполнится мечта всей жизни. А вы подождите здесь неподалеку. Как позову, вас придете. Какое счастье! Без всяких расходов вдруг стану Найоном. Исполнится мечта всей жизни. Герел? Герел! Вот и душечка моя пришла. Какая красивая. Сейчас я тебя порадую. Завтра утром запрягу 5 коней и умчу тебя к Елбой Найону. И в его прекрасном дворце ты будешь жить, станешь самой любимой среди жен Найона. Будешь носить шелковую одежду, есть серебряные посуды. Какое счастье тебе выпало. Ни за что не поеду к Елбою. Что ты, глупенькая? Да чего же непонятливо? Ведь какое счастье выпало. Не поеду, не поеду. Ни за что. Ни за что не поеду.
Пожалейте, не губите мою молодость, отдавая меня старому развратику Елбою. Неблагодарная тварь. Чем ласковее с ней говоришь, тем наглее становится. Некогда мне с тобою говорить. Идем. Мы с отцом всю жизнь будем пасти ваших овец, без всякой платы. Только не разлучайтесь с отцом. Хватит скулить. Идем, надо подготовиться к поездке. Пожалейте, пожалейте, пощадите мою дочь. Не бейте мою дочь. Лучше меня избейте. Вставай. Для тебя же стараюсь. Твою горел просит сам Елбой Найон. Будешь тестем знатного человека. Отдай ее по доброй воле. Завтра утром я должен отвезти ее к Найону. Не разлучайте меня с дочерью. Умоляю вас. Если утром я не увезу, как договорились, твою дочь, то виноватым будешь ты. За ослушание Найон бросит тебя в темницу. Руки, ноги прибьет к доске и забьет тебя до смерти. Герем, ты хочешь такой мучительной смерти родному отцу? Если нет, то собирайся к Елбой Найону. Выбирай. Отец, отец, как мне быть? Сколько могу ждать? Что языки прикусили? Делайте, что хотите, но я дочь не отдам. Что? Мунца, Балбар, сюда. Взять старика и отвезти к Елбой Найону. Постойте. Ну, в последний раз спрашиваю. Согласна? Видите старика? Погодите. Отпустите отца. Я согласна. Отец. Доченька. Зачем? Не надо. За что судьба карает меня? Лучше мне умереть, чем видеть, как страдает моя дочь. Скажите, почему отдают Елбой Найону вашу дочь? Старый развратник охочет до молоденьких девушек, больной дурной болезнью распутник. Хорни сказал, что завтра утром истекает срок, данный им Елбой Найону. Люди, помогите. Люди, помогите мне. Помогите мне. Лучше мне глаз лишиться, чем дочери. Не печальтесь, отец. Правда на вашей стороне, а она всегда победит. И в таком положении всегда можно найти выход. Постараемся найти выход и спасти вашу дочь. Да исполнятся твои слова, да поможет Бог. Какое счастье, что я встретил тебя. Что-то еще вас гнетет. Скажите, не стесняйтесь. Я и сам многое в жизни это испытал. Нужду, несправедливость. Найдем выход. На то мы и люди. Когда я впервые пришел наниматься чебаном к Хорни, то договаривали, что за день он мне будет платить по 3 копейки. Уже 16 лет я работаю на него. Теперь он мне должен 175 рублей и 20 копеек. Получил бы эти деньги, уехал бы с дочкой подальше от Хорни и Елбоя. Жили бы в счастье. Понятно. Успокойтесь. Хозяин заплатит эти деньги. А по-моему, по вашему виду можно легко догадаться, что много дней вы и не ели досыта.
Совсем обессилели, не так ли? Ты прав, уже много дней питаюсь корнями трав диким луком. Что ж, прежде чем приступить к нашему главному делу, нужно вкусно и сытно поесть. Далеко ли до юрты вашего хозяина? Да нет, близко. Если поспешим, успеем к ужину. Должны успеть. Тогда пошли. Коню, сорвавшемуся с места, слишком не доверяйся. Другу, который много обещает, слишком не доверяйся. А у нас, говорят, друзья познаются в беде. Пойдемте, дедушка. Мунса, Балбар, где вы пропадаете? Всевышний Бурхан-Спаситель, за всех молящийся Лама Геген, к богатству моему прибавьте богатство. Пусть на будущий год 4000 моих овец принесут приплод, и станет у меня 6000. Почему только 6000? Молись, чтобы было 7000. Верно говоришь, милая Пиглуша. Всевышний Бурхан, сделай так, чтобы моя тара стала 7000-ной. Погоди-ка, 7000 еще маловато. Бурхан, помоги, чтобы у меня было 10 000 овец. 12 000 овец. Через 2 года их будет 20 000. Потом 30 000. 40 000. 50. 60 000. 70 000. Жена. Какое будет число после 70 000? Говори скорее. 70 000. Подожди. Ну да ладно. Скажи 70 000 с лишним. И то верно. 70 с лишним. А завтра утром я увезу Найданову дочку к Елбой Найону, и сам, и Горни, богач, станет еще Горни Найоном. Овец, пусть будет 40-000-ная отара, пусть милая Пеглая будет в 10 раз счастливее. Давай козлятами плясать, как кони резвые скакать. Давай козлятами плясать, как кони резвые скакать. Пусть 5000 овец увеличится до 50 000. Пусть милый мой Горни станет высокородным Найоном. Давай козлятами плясать, как кони резвые скакать. Давай козлятами плясать, как кони резвые скакать.
Слушай, наш Чебан Найдан постарел. Ноги еле тащит. Не поспевает за овцами. Глаза совсем слабые стали. Как только завтра увезешь его дочь, надо тут же его прогнать. Гнать его, гнать надо. Никакого от него толка. Почему говоришь дешевого? Надо такого, чтобы бесплатно работал. Такого работника надо найти. Придется поискать. Вот когда завтра стану наемным, любого слугу в любом месте достану. Не увидела реку, не снимая обувь. Откуда знаешь? Вдруг не станешь наемным. Может, увидев девушку, Елбой Найон разочаруется. Если девушка Найону не понравится, то не быть тебе Найоном. Я посмотрела давеча на девушку, глаза красные, лицо опухшее, изревелась вся дрянь такая. Кто на такую красноглазую польстится? Очень верно ты заметил, как сделать, чтобы хоть до утра она не ревела, чтобы лицо свежим осталось. Ведь Елбой Найон, увидев опухшую от слез девку, может от нее отказаться. И не быть мне тогда Найоном. О, Бурхан, что же делать? Что делать, Пеглай? Что делать, Пеглай? А что тут непонятного? Зови ее сюда, уговори ее. Да поласковее, похитрее. Маслом можно лицо ее натереть, чтобы блестело. Совершенно верно. Так и сделаю. Сейчас позову. Ягахан. Ягахан. Что хотели, Орняхай? Сейчас же принеси сюда Гырыл. Гырыл? Это зеркало, да? Приведи Гырыл. Не пойму, откуда принести? Я тебе не про зеркало, Гырыл, говорю. Приведи Найданову дочку, Гырыл. Теперь поняла. Куда привезти? Что притворяешься тебе сейчас? Ой, суп у вас весь выкипает. Еще будет надо мной издеваться. Ну, погоди. Погоди, и станешь шелковой. Всего 5 дней, как она нас служит. Пройдет еще 10 дней, уж станешь послушной. Станет послушной. По вашему повелению я привела Гырыл. Уходи отсюда. Что сказали? Вон отсюда. Ай, какая же ты, чья же такая красавица? Какой красивый чесучевый халат, голубой шелковый платок. А какая обувь красивая, ценная на ней. Ты, Орни, как отвезешь девушку, не забудь забрать обратно ее одежду. А ты, тварь такая, не пачкай одежду. На цыпочках ходи, чтоб не испортить подошвы. Сейчас же можете забрать. Не надо мне ничего. Ну почему ты так сурово с ней? Видишь, опять в слезы ударилась. Снова глаза покраснели, лицо опухло. Сама же говорила, будь с ней ласков. Но отчего она такая плакса? Ей такое счастье выпало, а она ревет. Прекрати. Успокойся. Тебе к утру надо быть красивой и свеженькой. Не плачь. Не плачь, говорю. Тогда Елбой Найон сразу в тебя влюбится. Оденет на тебя шелковый халат. А какими вкусными вещами тебя накормят. Такими вкусными, что язык проглотишь. А ты не мешай, отойди. На шею тебя денет ожерелье и бусы, и когда будешь спать, придет и пощекочет твои щечки жесткими седыми усами. Хорошо, правда? Тетя Пеглай, Орняхай, пожалейте меня, не отдавайте Елбой Найону, пожалейте мою молодость, пожалейте моего старого отца. Я всю жизнь без платы буду работать на вас. Вставай, милая, вставай. Ух, как я тебя жалею. Ох, как я тебя жалею. Вот еще.
Пегле, зачем ты так? Все испортила. Она же теперь так заупрямилась, что ни за что не пойдет. Теперь уж не стать мне Найоном. Не трать время на уговоры. Сегодня же ночью похить ее из юрты и увези к Найону. А если меня поймают, что будет со мной? Ничего не будет, ведь законы и Найоны будут на нашей стороне. А если людские сплетни, я же ведь собираюсь Найоном стать. Найона целые улусы обворовывают, а ты боишься обокрасть какого-то старикашку. Верно. Был бы рядом верный человек, пошел бы на похищение. А вот где найти такого человека? Ловкий, наглый, хитрющий должен быть человек. Ой, мясо, наверное, переварилось. Суп уже выкипает. Весь жир уйдет. Добро пропадает. Остальное будем потом есть. Я это ребрышко жирно давно себе приму. Ну, отдай. Что ты делаешь? Прямо из рук вырываешь. Отдай обратно. Уберите собаку. Цыть! Прочь! Уберите собаку. Будете, что ли, собаку унять? Это что за люди? К ним пожаловал сам Богдолама, а они собак не унимают. Бурхан, иди посмотри. Здравствуйте, хозяева. А где же сам Богдолама? Не пойму. О каком Богдоламе говорите? Не ты ли сам кричал? Пожаловал Богдолама. Ну и что? Когда на меня накинулись собаки, я и вправду призывал на помощь Богдоламу. Благодаря его помощи собаки меня не загрызли. Ой-ой-ой. Что с вами? Ой-ой. Что с тобой, Горни? Что с тобой, Горни? Ваша болезнь называется воспалением жадности. Сейчас я вылечу. Вот я вытащу причину воспаления. И чтобы болезнь не возвращалась, надо это выбросить. Отдать батракам. О, откуда ты такой бессовестный наглец явился? Бесстыжий голодранец. Ты знаешь, с кем разговариваешь? В чьей юрте находишься? Бесстыжий голодранец. Ты знаешь, куда пришел? Если хочешь просить милостыню, так знай. Ничего у меня нет. Ничего не дам. Зачем же так? Я пришел не просить у вас, а наоборот, вас одарить. О, чем же ты можешь меня одарить? Что у тебя есть?
Ни скота, ни овец у меня нет. А чем же ты богат? А где твои лошади? В голове. Ни скота, ни овец у тебя нет. А у тебя есть сундук с деньгами? А, как у нас? Эх, бедняга. Есть у тебя такое? Не надо смеяться. Говорят в народе, низшее богатство – злато-серебро. Высшее богатство – это молодость и здоровье. Пусть у меня нет ни золота, ни скота, зато я молод. Вы со своим скотом и добром всем низшие богачи. Я же владею высшим богатством. Ишь, какой остряк, ишь, какой языкастый. Язык твой до греха доведет. И уже довел. Ты грех совершил, когда сказал, что пожалуй к нам Бог-Долома. И вправду я согрешил. Сейчас возьму это мясо и раздам вашим голодным батракам. Накормить голодного значит замолить свой грех. Кто там, девушка? Возьми мясо, ешь! Как находчив незнакомец, жадных богачей обхитрил. Боюсь, как бы не лопнули они от жадности и зависти своей. Наш веселый незнакомец осадил на место богачей. Видя, как едят их ужин, как бы не лопнули они. Мало того, что съели наше мясо, так еще песни обидно распевает. Еще в сумерки песню завели, это же грех. Ишь, как воют. Разве так можно говорить? Для меня нет на свете лучше песен. Ишь, какой. Петь песни – это удел тех, кто не хочет работать, кто ленив. Но я умею не только песни петь, умею славно работать. А если понадобится, могу и на кражу пойти. Что? Говоришь, умеешь хорошо работать? Погоди, мне сейчас нужен молодой работник, старательный, ловкий. Поговорим с тобой. Как тебя зовут? Меня зовут «Накорми хорошо старика». Странное имя и такое длинное. Ничего странного. Что обо мне говорить? Даже коровий помет имеет несколько имен. Сначала помет, когда он еще не высох. Потом навоз, потом кизяк. Сгорит кизяк, будет зваться уже пеплом. Если навоз имеет столько имен, почему же мне не иметь такое длинное имя? Да, назови-ка еще раз свое имя. Накорми хорошо старика. Накорми хорошо старика. Ну, накорми хорошо старика. Дело вот такое. Мне сейчас нужен работник. Эти батраки, эти негодяи, не слушаются меня. Всех бы зарубить. Пеглай, накорми хорошо старика. Идите, помогите. Что ты сказал? Что? Пеглай, накорми хорошо старика. О чем он говорит? Ничего не понимаю.
Входите, отец. Хозяин говорит, накорми хорошо старика. Наверное, есть какая-нибудь выгода. Что говоришь, выгода? Ладно, присаживайся, старик. Сейчас будешь есть. Зачем, госпожа? Незачем. Бери с котла мясо и лопай хорошенько. Госпожа, я не смею. Почему не смеешь? Ешь, говорят тебе, ешь хорошенько, сядь. Что ж, ради уважения. Раз вы уж так просите. Ах, самые лучшие куски. Ах, самые лучшие жирные куски. Что сказали, тогда не буду. Нет, нет, ешь. Пеглай, накорми хорошо старика. Быстрее. Да кормлю его, кормлю. Кормлю. Это что происходит? О, Бурхан, самые лучшие куски. Почему ты тут сидишь и лопаешь мое мясо? Я отказывалась, но госпожа очень уговаривала. Вот из-за уважения я и ем. Глупая баба, нашла кого угощать. Почему мое мясо отдала этому старику? Ах, ты еще и обзываешь меня глупой. А кто сам орал? Накорми хорошо старика. Не ты ли орал? Что? Я велел накормить этого старика? Никогда в жизни и подумать об этом не мог. Не клевещи на меня, не ты ли сам во все горло орал? Накорми хорошо старика. Так я же вас двоих, Пегла, и этого звал. Накорми хорошо старика, не ты ли кричал? Так я же вас двоих, тебя, Пеглай, и этого звал помочь мне разогнать батраков. Звал вас по именам, по именам. А у кого такое имя? Накорми старика. Вот этот парень сказал, что так его зовут. Тебя так зовут? Ну, говорил же, что он неспроста кричит. Спасибо. Убирайся отсюда. Вон отсюда, вон! Убирайся сейчас же! Вон отсюда! Мое настоящее имя Будамшу. Значит, познакомились. А теперь разрешите откланяться в надежде на скорую встречу. Будамшу! Будамшу! Ох, как надсмеялся над нами этот пастух Будамшу. Но ничего, я ему все припомню. Вот только стать бы мне наеном, живьем с него шкуру сдеру. Вставай. Но только стать бы мне наеном, я с него 3 шкуры сдеру. Тогда быстрее эту дрянь девку вези к Илбою и скорее становись наеном. Ну, как же похитить? Вот был бы у меня помощник.
Помощник, говоришь? Погоди. Вот этот пройдоха был бы очень подходящим в этих делах. Верно. Он сам говорил, при необходимости могу пойти и на кражу. А пойдет ли на это ради нас? Как же его уговорить? Не беспокойся, найдем выход. Не забывай, я все же женщина. И еще свое сыграет и кувшин сорти. Никуда парень не денется. И то верно, никуда не денется. Найдан? Быстро иди сюда. Сейчас же ступай и приведи с собой того проходимца. Хорошо. На коне быстроногому вдоль оврагов я скачу. Благодаря уму своему народ я в страхе держу. Быстроногом вдоль оврагов я скачу. Благодаря уму своему народ я в страхе держу. А, это вы пришли? Здравствуйте. Проходите, садитесь. Неужели вы меня не узнаете? Я же только что у вас был. А ты, Найдан, чего тут торчишь? Иди спать. Найдан, дверь не запирай. Почему? Почему? Да потому что тебя по утрам не разбудить. Всегда двери заперты. Иди, иди. Не уходите далеко, у дверей слушайте. Вы, молодой гость, проходите повыше. Садитесь. Чайку попейте. А перед чайком можно по одной пропустить. А ты, Горни, чего стоишь? Иди спать. А вы молодой, дорогой гость. Вот мы остались вдвоем. Теперь и выпить можно. То ли самогон в голову ударил, то ли гость молодой причиной, что-то сердце мое волнуется, на все способна я. Пусть гость молодой догадается сам, почему мне сегодня так весело. Да, крепкое ваше вино. Что тут тайну делать? Правду скажу. Как только увидела вас, как только увидела вас. Хотите сказать, что влюбились? Да-да, влюбилась. А за что же вы влюбились? А за все. За то, что молод, за то, что красив, умен.
За все это выпью. И за ваше здоровье выпью. Какой у вас красивый халат. Разве только халат? Почему только халат? Вы сами прекрасны, как луна. И я в вас влюбился. В самом деле? В самом деле? То ли самогон в голову ударил, то ли гость молодой причины. Что-то сердце мое волнуется, на все способна я. Сам, почему мне сегодня так весело, готова я на все, только пусть он догадается. Ах, крепкое у вас вино. Крепкое вино. Ох, что-то в голову ударило. Ради меня, если я попрошу, сделаешь все, на все пойдешь. На все готов ради вас. Тогда слушай. Тут недалеко, шагов 50-60, юрта того давешнего старика. Там ночует старик с дочерью. Сейчас полночь, на дворе темно, тебя никто не увидит. Старик спит на левом топчане, дочка на другом. Так вот, укради эту девушку. Отвезешь ее на запряженной телеге, что во дворе стоит, самому Елбой Найону. За это 5 целковых получишь. Мы вдвоем здесь? Какая темная ночь. Конечно, я исполню вашу просьбу, почтенная хозяйка. Только вот ночка темная, а я молодой. Вдруг я ее похищу для себя. А? Как вы на это смотрите? А ведь правду, может, сам использует. Нельзя ему доверять. Правильно, сам должен пойти. А с таким спутником тебе надежнее будет. Что ж, мудро, вы сами похитите девушку своими руками, с моей помощью. Перед тем, как пойти на дело, вот о чем подумаем. Допустим, мы похитили и привезли ее к Елбой Найону. А увезенная против своей воли, она может сбежать от него. Тогда вам Елбой Найон будет мстить. А он верно говорит. И все же, как нам быть? Нужно повести девушку к настоятелю Дацана, Ширета Ламе. Он сделает так своими чарами, что она полюбит Елбой Найона. Не нужно медлить. Только вот что, если проснется старик, поднимет шум. Надо его убрать. Правильно, убрать его. Верно, убрать его. То есть убить. Только кто это сделает? Вы сами. Своими руками.
А вы рядом будете? Нет, вы сами, своими руками. Держите. Вы со мной рядом будете. Во-первых, может, у похищаемых вдруг есть нож, и они могут нас порезать. Во-вторых, вдруг нас поймают, узнают, тогда придется отвечать перед законом. Холодно что-то. Снова лихорадка начинается, что ли? А вы выпейте, сразу согреетесь. Слушайте дальше. Вас могут узнать. Чтобы этого не случилось, вам надо закрыть лицо платком. Я же тогда ничего не увижу, если закроюсь платком. Я вас за руку буду вести, не волнуйтесь. Я вас буду за руку вести. А сам не будешь лицо закрывать? Меня же никто не знает. Другое дело вы, человек почтенный, богатый. Вот будет позор, если узнают, что вы решились на такое дело. Еще нужен просторный мешок. Туда мы запихнем похищенную девушку. Только придется дырку проделать, чтобы она не задохнулась. Вы мой мешок хотите испортить. Когда стану наемным, десятки таких мешков тебе привезу. И не пустых, не жадничай. То верно. Еще нужен платок, чтобы рот заткнуть, когда похищаемый будет кричать. Нет, нет, этого я не дам. Тут где-то валялась твоя штанина. Возьмите. Это пойдет. А теперь нужно баранье стегно. Если собаки залают, кинем им. Вот мясо, мясо, сколько убытков. Быстрее. Платок давайте. Слушайте внимательно. Я приведу за руку в юрту. Сначала я запихну ей в рот эту тряпку. Вы быстро свяжете ее ноги и запихнем в мешок. Потом к телеге. Ну, вроде все. Ну, мы пошли. Только вот за вас, бегла, беспокоюсь. Тем более, что за вечер близко вас узнал. Отчего же за меня беспокоитесь? В округе много воров объявилось. Недавно у самого Богдо-Гогена золотую чашку украли. Неужели? Холодно стало. Страшно. Одной страшно. А вы выпейте, спокойно спать будете. Ну, хорошо. Ну, мы пошли. Вы не забыли, что я вам говорил? Нет. В моем правом кулаке силы на двоих, а в двух руках моих силы хватит на 10. В моем правом кулаке силы на двоих, а в двух руках моих силы хватит на 10. Исполнилось мое желание, стала я женой Найона. Вот и исполнилось мое желание. Мой горни станет Найоном, а я Найонша, жена Найона. Вот мы и пришли в юрту старика. Ты хорошенько посмотри, нет ли рядом с ним ножа или шила. Вдруг он вскочит и пырнет. И то верно. Да, у изголовья старика лежит большущий нож.
О, Бурхан, спасите! Не бойтесь, не тряситесь. Идите вперед. Не бойтесь. Мне сначала надо старика убрать. Подождите же. Кто же трубкой закалывает? Вот ваш нож. Ну, давайте. Ну же. Ну! Под луною нет лучше храма, чем сандаловый дацан. В том дацане первый среди лам наш Ширетта Ховелган. С Ширет этим кто сравнится по величию ему? Даже звери, даже птицы поклоняются ему. Под луною нет лучше храма, чем сандаловый дацан. В том дацане первый среди лам наш Ширетта Ховелган. Трогательно, трогательно, сын мой. Хорошо поешь. Откуда будешь? По какому делу ко мне пришел?
Почтенный Шерета, святейший настоятель, через высокие горы, через полноводные реки я шел к вам, наслушавшись о вашей мудрости, шел к вам с одной только целью, чтобы увидеть вас. Почтительная речь твоя радует меня. Какая цель привела тебя сюда? О, высокородный, светлейший и умнейший Шерета, настоятель Дацана. Слава вашему уме, справедливости, святости дошли до самых дальних окраин. Я пришел, чтобы хоть немного поучиться вашей святости и мудрости. Примите меня, ничтожного, в свои ученики. Сын мой, похвально твое стремление отрешиться от всего низкого земного. Похвально, что ты хочешь изучить глубокую мудрость священных писаний для того, чтобы стать моим учеником. А затем удостовериться духовного звания. Надо ко всем страждущим относиться с жалостью, ко всем беззащитным. Для того, чтобы стать моим учеником, надо ко всем страждущим относиться с жалостью. Это верно, святейший Шерета, бедных, замученных людей надо жалеть. Что ты сказал? Забитые бедные люди, они истинные дьяволы в человеческой плоти, их нельзя жалеть. Почему? Бедными люди рождаются за совершенные в предыдущей жизни грехи. Вот и несут они за эти грехи наказание. А нынешние богачи и наёны живут так, потому что в предыдущей жизни были терпеливы и богов почитали. Их надо жалеть, им помогать, за них молиться. Учитель, сколько ни живу, не видел богатых, которые просили бы милости и которые бы нуждались в помощи. Какой бестолковый. Я же не только о людях говорю, а обо всех живых существах. Выходит, надо жалеть и волка, и клопа, и шакала. Выходит, тоже надо жалеть? Истинно так. К примеру, кинешь кость голодной собаки, благое дело сделаешь. Кроме того, надо с жалостью относиться и к червю, и к клопу. Убить их — большой грех. Посмотри-ка, что там у меня на спине кусается, зудится. Сейчас. Учитель, простите меня. У меня не было другого выхода. Вы нечаянно раздавили у себя на спине клопа. Чтобы очистить вас от греха, я приложился к вашему телу священной книгой. Ну что ж, богоугодное дело ты совершил. Но погоди, я с тобой расквитаюсь. Вижу, ты способен стать моим учеником. С этого часа ты мой послушник. А теперь садись за книгу. Приступим к учению.
Открой первую страницу. Будем учить слоги. Бери книгу. Это ха, га, дальше ганга, потом ша, ня, и на. Понял? Читай. Я не понял, что значит гаха? Чтобы понимать, гаха это и есть гаха. Читай дальше. Гаха. Гаша, я же тебе говорил, после гаха будет га. Га. Ганга, тебе говорят. Ганга. Жаша. Я тоже вам отомщу. Ганга. Ша. А после ша что? Как после ша? Ша, ша, говорят, и бей. Ой, извините. Извините, почтенная мама. Ну, вы же сам сказали, бей, вот я и ударил. Вам меня не догнать. С тобой бестолковым устал. Учитель, я вам расскажу интересную вещь. Вы знаете, я только что увидел красивую девушку. Красивую, говоришь? Это занятно, хотя и грех. Ну-ка, говори, говори. Да я в жизни такую не видел. Стан, как молодого кедра, брови, как у ворона крыло, а глаза... Где, говоришь, видел? В ворота вошла к Саржу Пиренгалаю. К Саржу Пиренгалаю, говоришь? Что-то у меня... Да, такая женщина. Она пошла к Саржу Пиренгалаю. К Саржу Пиренгалаю, говоришь? Что-то у меня голова разболелась. Пойду-ка пройдусь немного по свежему воздуху. А куда вы, к Саржу Пиренгалаю зайдете? Глупо, что мне делать? Что мне так делать? Принеси мне мое архимжо. Быстро! Ну давай быстрее. А ты протри везде пыль, чтобы дыханием не осквернять Бурханов, завяжи рот черным платком. Смотри, чтобы везде было чисто. Ну иди. Все сделай, как вы сказали. Так я и разбежался. Протереть пыль. Скоро должен подъехать Хорнис со своей поклажей. Надо этих выпустить. Выходите, здесь никого нет. Что, не узнали? Вставайте. Трудно вас узнать в таком одеянии, да еще в такой повязке. Этого старого дуру я отправил к Саржу Пиренгалаю. Вернется он не скоро. А вот Хорнис со своей поклажей вот-вот появится.
А удобно ли мне тут оставаться? Неужели вы боитесь, отец? Бояться-то не боюсь. Чего бояться? И пугали меня не раз, и колотили немало. Такой вот кнут не раз гулял по моей спине. Кнутом? Самих отхлестать этим кнутом. Тогда вы поняли, как над людьми издеваться. Мне бы только получить из хозяина свои деньги. Тогда бы мы с Гэрэл уехали отсюда далеко и жили бы спокойно. Я исполнил все, что обещал. Обещал вас накормить, накормил. И вместо вашей дочери сделал так, что Гарни свою жену похитил. Возможно, и ваши деньги получим. Дедушка, пройдите в ту комнату, будете смотреть в окно, не едет ли Гарни. Увидите, сразу дадите знать. Гэрэл, останьтесь. Почему вы такие грустные? Сюда никто не войдет. Не надо грустить. И у меня тоже хорошо на сердце. Правда? Спасибо за ласковые слова. Вы знаете, я недавно видел сон. Я много думал о счастье. Однажды мне приснилось, иду я по степи, кругом цветы, и в степи белые юрты. Около них дети резвятся, кругом счастливые люди. Один из них пригласил к себе, угощал, рассказывал, что у них нет ни наемов, ни богачей. Все равны, все счастливы. И находится эта страна, вон за теми горами. Есть же такая страна. Такая страна должна быть. Обязательно. За высокими горами степь широкая лежит, там цветет, там зовет прекрасная страна. Конь мой, конь, увези меня туда, за высокими хребтами степь широкая цветет. За высокими хребтами степь широкая цветет, там зовет к себе прекрасная страна. Конь мой, конь, увези меня туда. Люди идут. Вы, отец, останьтесь в той комнате, будете подслушивать. Гэрэл, ты иди во двор, поглядывай в это окно, что творится в комнате. Может, ты понадобишься. О, светлейший Шериф Лама.
Марсен, здравствуйте. О, светлейший Шрит-Лама. Я к вам пришел с великой мольбой, с великой просьбой. Вот в этом мешке лежит моя служанка Грел. Высокородный воин приказал мне привести к ним эту девушку сегодня утром. Окажите милость, силой своих чудодействующих знаний, силой своих молитв воздействуйте на мою служанку. Руки мои не поднимутся для благословения. Святой Шрит, чем же я вас прогневил? Мерзкими греховными делами, презренный. У меня за душой нет грехов, святой учитель. Я совершаю только богоугодные дела, а вам приношу свои подношения. Шелковое полотенце, топленое масло. Прошу принять вас. Ты что же, негодяй, меня, прирожденца Хубилгана, живого бога, хочешь обмануть жалким обрывком шелка и чашкой масла? Не так легко замолить тот греховный поступок, что ты совершил. О каком грехе злодействе вы изволите изрекать? Прошу вас, учитель, меня выслушать. Прочь, дьявол с моих глаз, прочь! Святой учитель, никак не пойму, почему сегодня у вас голос не такой, как всегда. Грехи, творимые вами, перешли все границы, и чтобы очистить их, эти великие грехи, я сейчас переродился в борца с дьяволом. Понял? Вот что значит Шрит-настоятель. Не только голос, но и лицо изменилось. А чтобы дыхание дьявола не оскверняло мою душу, надел вот эту ткань. Не оскверняй меня. О, святой учитель, каким же грехом я осквернил веру? Не понимаю. Слушай, сейчас я буду разговаривать с великим мудрецом нашим Шежем Сахюсаном, умершим много столетий назад. Он все скажет. Ламы... ты грешник. Держи. На тебя много лет работал пастух Найдан. Ты ему не платил. Ты украл у него единственную дочь. Он все знает, все. Но это еще не все. Самое тяжелое преступление ты совершил минувшей ночью. Спящего Найдана ты ударил ножом в сердце. Умер он в мучениях, а душа его стала чертом и собирается мстить тебе. Мщение уже началось. Тайные силы вызволили Грылму из мешка, и вместо нее туда запихали твою жену. Открывай мешок. О, Бурхан. Вставай. Это же моя Пеглай, моя жена. Пеглай? Что с ней? Пеглай.
Может, сердце лопнуло? Подними же головку, приоткрой глаза. Святой Ширета, посоветуйте, что мне делать? Пеглай. За свои грехи великое наказание несешь. Что же делать? Неужели нет способа ее спасти? Злые духи заколдовали эту женщину. Как очистить ее грехи? Подскажите. Возьми этот кнут и отхлещи ее. Тогда очистится ее грехи, и она живет? Придет в себя сразу. Нет, так ничего не будет. Чем сильнее будешь бить, тем больше грехов снимется. Еще сильнее. Надо 7 раз ударить, чтобы она очистилась от грехов. Значит, 7. Значит, 7. Раз. 2. Потерпи. Потерпи, Беглаша. Для твоего же счастья стараюсь. 4. 5. Бедная жена. Для твоего же счастья стараюсь. Потерпи. 5. Для моего счастья. Я тоже постараюсь. Ты не меньше меня грешен. Спасите, убивают. Кажется, мой Гарни умер. Бедный мой муж. Как же быть с тобой? Бедный мой муж. Что делать? Не плачь, моя Пеглуша, не плачь. Ну, очистились от грехов. Где я нахожусь? Вчера вечером я легла спать на своей постели. Снится, что ли, все это? Где я нахожусь? Не сон ли это? Ущипни меня, Гарни, ущипни. Я тебя не то что ущипну, кнутом отхлестал. Ты пойми, в наказание за наш вчерашний поступок ты нечистой силой была посажена в мешок вместо Гэрэл. А сейчас находишься в доме Ширета. Молись ему. Молись. Молись. Ну почему Ширет Эламы такое лицо, другое? На кощунство молись. Такова волшебная сила Хувилгана, что он может менять свой облик. Поклоняюсь Ламе Гэгэму, поклоняюсь Бурхану, поклоняюсь. Ну, надеюсь, теперь мы очистились от грехов, святой учитель. Неужели вы думаете, что грехи так быстро очищаются? Сколько лет вы заставляли старика на вас бесплатно работать? Немного, совсем немного. Да, совсем недолго, всего 4 года или 5. Как вы смеете лгать перед лицом Бурхана и Ламы? Как бы вы ни скрывали, Бурхан все знает. Он у вас работал 16 лет, не так ли? Выходи оттуда. Выходите. Сколько вы должны за работу?
Заработав в течение 16 лет, он мне должен 175 рублей 20 копеек. Слышали, это правда? Если правда, то сейчас же заплатите. Сейчас. 1 рубль, 10 рублей. О, мои деньги. О, 70 рублей. Мало того, что вы обманывали меня в этой жизни, хотите меня обмануть и во второй моей жизни. Ой, пощадите, возьмите эти деньги. Все возьмите. Мне лишнего не нужно. Я взял плату за 16 лет работы, а за все муки, что я потерпел от вас за эти годы, я их отомщу. Никогда что оставить свое обличие и принять мой облик. Собирается вернуться, чтобы наслать на ваш скот мор и болезни. Что с нами будет? Помогите, святой учитель, помогите. Сейчас посоветуюсь с волшебным зеркальцем. Надо усмирить его взбунтовавшуюся душу и запереть в волшебный ящик. В этом деле вы должны мне помочь. Возьмите вон тот черный волосяной аркан. Скоро душа того старика, приняв мое обличие, должна зайти сюда. Как только он откроет дверь, вы накиньте на него вот этот аркан. О, Бурхан, как же осмелись такого дьявола набросить аркан. У меня даже сейчас сердце готово выскочить от страха. Пиглай, может быть, ты аркан накинешь? Ты смелее меня. И не думай, как тебе не стыдно женщине это предлагать. Самая пора ему возвратиться. Надо выйти и посмотреть, не идет ли. Он идет. Сходи, посмотри, Пиглай. Эх ты, какой же ты трус. Не мужчина, а пугало ходячее. Как же не бояться. Вдруг меня убьют. Идет. Точно обличишь Шрет Ламы. Готовь аркан. Чего так трусишь? Ты же рядом с святым Ламой. Ты же рядом со мной. Или ты не веришь в мое могущество? В Бога не веришь? Верю, простите, я заарканю, я поймаю. Я смелый. Ой, убьет. Я смелый. Я не боюсь. О, спаси меня, мой послушник. Тебе никто не поможет. Сейчас же тебя в волшебный ящик. Никто тебя не спасет. Сейчас тебя в волшебный ящик затолкаем. Что делаешь, Пиглай? Неужели своего Шрета Ламу не узнаешь? Шрета Лама? Знаем, какой ты Шрета. Жалко, душа дряхлого старика. Вот ты кто. Сейчас тебя в сундук. Не тяните, так задушите. Попался, собака? Убьете же. Вы что, с ума сошли? Святого Ламу обзываете собакой. Заткнись. Ишь, нашел Шрет Лама. Нас не проведешь. Вон сидит настоящий Шрет Лама. Вот он сидит, настоящий Шрет Лама. Будамшу? Будамшу? Совершенно верно, Будамшу. Наконец-то узнали меня. А тот старик не умер, он жив. Заходите, отец. Вот он перед вами, узнаете? Вы заставляли работать на вас старика бесплатно почти 20 лет. Хотели похитить самое дорогое для него дочь и отдать этому распутному елбою. Еще пытались убить старика. Ну каково? Сами убедились в своем грехе? Дьявол во плоти, паршивый собака. Проклятый черт.
Я это так не оставлю. Сюда, все сюда! Вяжите его, вяжите его! Ну, сейчас мы с тобой хорошенько поговорим. Ты теперь в моих руках, глупый собака. Хлестать до смерти кнутом. Подождите, их грех неизмеримо велик. Как бы мы их ни наказывали, грехов они не замолят. У меня есть такое мнение. Отправить их для наказания известному всему народу, славному, сильному, храброму, как лев Елбой-Найону. Ой, спасите, пожар! Соседний кумирня горит! Надо выбираться скорее отсюда! Всех троих отвезти к Елбой-Найону немедленно! Громкий крик изюбра слышен над высокой горой, над Найонами возвышен, всех превыше возвеличен уважаемый Елбой-Найон. Нет Найона, кто б так важен был, как наш Елбой-Найон. Он красив, богат, отважен, всех сильнее и могучий, знаменит он и умен. Воистине так. Я главнее всех Найонов, всех умнее. Что там за шум? Наконец-то Гарни привез девчонку. Приехали. Наконец приехали, Шрет-Лама. Гарни, Аха и почтенный Пеглай приехали и просят разрешения. Я тебя спрашиваю, привезли девушку? Что-то не видать. Правда, слуги Шрет-Ламы привели какую-то девушку. И рядом молодой парень и старик. Все они связаны. И возле них уже собирается народ. Пропусти ко мне Шрет-Ламу, Гарни и Пеглая. Хорошо. Проходите, проходите. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Как здоровье? Ответь, где девушка? Ты что, меня решила обмануть? Еще никому не удавалось обмануть Елбой-Найона. Этот Будамшу.
Подождите, я расскажу. Нет, ну я расскажу. Подождите. Не надо торопиться. Говорите медленно, с толком. Быстрая речка до устья не доходит, так говорят. Очень верные слова, мудрые слова. Раз верно, то говорите по одному, кратко и ясно. Так вот, вот этот бездомный пройдоха, потерявший стыд и совесть, ничтожный пастух по имени Будамшу обманул. Обманул и ограбил. Избивал, разбойничал. Кто? Будамшу? Да, Будамшу. Теперь ясно. Человек по имени Будамшу вас всех обманул. Каким образом? Похитил, ограбил, заарканил. Понятно. Проходите, сейчас мы рассудим. Этого Будамшу привезли? Девушка, где девушка? Приведите ее сюда. Действительно, это ягодка для Найона. А ты проходи, девушка, когда тебя приглашает высокородный Найон. На приглашение высокородного Найона поблагодари, низко поклонись. Тебе счастье само в руки идет. Не трогайте меня. Я к вам не подойду. И жить у вас не буду. Что она говорит? Что сказала? Я к вам не подойду и жить у вас не буду. Смотрите-ка на эту дрянь. От плохого плохое, от угля сажа. Девка во всем помогала своему отцу и этому негодяю Будамшу. Оскорбила святого учителя, нас с женой унизила, украла, ограбила. Об этом я торжественно заявляю Найону. Это подтвердят Шерет Лама и моя жена Пеглай. Совершив такие преступления, ты еще перед мной, Найоном, тявкаешь, как собачонка. Безродная дочь батрака, ты кто передо мной? Стоит только мизинцем шевельнуть, как тебя раздавлю. В одной руке у меня закон, другой вершу правый суд. Бросить ее на дно темного колодца, 7 дней ничего не давать, кроме воды. Вот мое решение. Введите ее отца. Сюда, старого пса! Ну, старый падаль, трухлявый пень. Осознаешь свою вину? У меня нет никакой вины. За то, что почти 20 лет пас его овец, провинился? Что? Прикажите вернуть мои деньги. Я тебе ни одной копейки не дам. Я получил свои заработанные деньги. Слышите, высокородный Найон? Пусть вернет мои деньги. Тихо. Нет у старика средств. Нет сил, чтобы отработать. Чтобы другим неповадно было оскорблять святых лам и почтенных богачей, распять его за ноги и руки на воротах моего дворца. Отведите. Подождите. Подождите. 16 лет я верой и правдой служил Горни. Голодный, холодный. Ухаживал за скотом, словно они были моими. А в награду за это решил похитить мою единственную дочь. Теперь мне ничего не страшно. Распинайте меня. Бросайте в темницу. Но помните, правда всегда победит. Заткнись, старик. Замолчи.
А теперь приведите Бодамшу. Хочу увидеть этого проходимца. И пусть все, кто во дворе, придут сюда. Принародно хочу свершить праведный суд. Говорите, что вас всех обманул Бодамшу? Да, обманул. Хитрости у него много. Как дерзок на язык, любую уловку придумать. Он человек, прошедший все науки обмана, и вы будьте с ним поосторожнее. Это вы мне говорите? Как вам не стыдно, святой учитель, богач во все округи, и вы это говорите мне? Не родился еще человек, который смог бы обмануть его Найона. Красивее меня, умнее меня, выше меня. Нет никого. Так, это ты и есть тот самый Бодамшу? Да, это я. Что ж, смотрите. Стою, посматриваю. А зачем же неправду говорить, Найон Анхай? Как это неправда? Не знаю, посматривайте ли, но уж точно вы не стоите, а сидите. Паршивый собак. Ты желаешь со мной спорить? Желание-то есть. Что ты сказал, что? Зачем вы гневаетесь, когда я ответил, что у меня есть желание? У каждого живого человека имеется желание. Я живой человек, значит, и у меня есть желание. Хватит, заткнись. Сейчас же велю тебя выпороть до крови, до мяса. За что, за какие проступки вы хотите меня выпороть? Ответьте мне. Ты еще и притворяешься, что не знаешь за собой вины? А заарканить всеми почитаемого за живого бога настоятеля Шурета, это разве не вина? Словно скотину какую заарканить. Что вы говорите, Найон Анхай? Не я это сделал. Я свидетель, как тетя Пегла и Горняха накинули святого учителя Аркан. Нет, это не мы. Не мы. Нет, это не мы. Ясно. Вот и вторая твоя вина выяснилась. Неправедный суд. Неверно, неверно. Тихо. Всех выставлю. Выставим. Тихо. Далее ты отобрал у Горни 175 рублей 20 копеек и отдал старику Найдану. Я же взял заработанные за 16 лет деньги. И не Бодамшу мне их дал, а сам Горни, хозяин, своими руками дал мне их. Разве не так? Ну, скажите честно, вы же сами своими руками дали их? Своими. Но в тот момент они были уже не моими руками, от страха. Руки были в тот момент не его руки. Все ясно. Слушайте приговор. Вышеназванный Бодамшу во возмещении вреда, нанесенного его злодеяниями, поскольку у него нет денег, чтобы возместить убыток, должен бесплатно работать 5 лет на Шерет-Аламу. После этого срока он будет работать пожизненно, до самой смерти на Горни и Пеглай. Понятно? Таково наше решение. Найон Анхай, выслушайте меня. Бодамшу не виноват. Виноват я. Он ради меня. Возьмите. Возьмите эти деньги. Освободите его. Не надо деньги отдавать ему, не надо. Подождите. Откуда вы взяли, что у меня нет денег на выкуп?
Может быть, у меня есть деньги. Посмотри-ка на него. Откуда у тебя деньги возьмутся, голодранец? До смерти тебе потрачить. Попался. А я еще давеча передо мной хотел остроумие свое показать. Может, и сейчас не прочь посостязаться со мной? Состязаемся? Почему бы нет? Посмотрите-ка на него. Хочет со мной посостязаться. Со мной. Что ж, если ты такой хитрый, то заставь меня встать с места. А если заставлю вас подняться с места, что будет? Если тебе удастся это сделать, то вся вина твоя будет снята. Не будешь работать всю жизнь бесплатно. Ну, подними меня с места. Если вас подниму с места, отпустите Гырел и ее отца на волю? Отпустите? Смотрите, какой самонадеянный. Люди, слышите? Человек должен свое слово сдерживать, верно? Однако не смогу заставить вас подняться с места. Вот если бы вы стояли, сумел бы посадить вас обратно. Что ж, ничего, попробуй меня посадить обратно. Ну, ты же хвастался, что посадишь меня на место. Жду. Зачем вас сажать обратно? Уговор был вас с места поднять. Вот вы и встали. Негодяй, обманул. Вот и второе обещание выполнил. Вы снова сели. Будамшу, мудрый Будамшу, врагам его не победить. Будамшу, озорной Будамшу, всегда он неотразим. Будамшу, милый Будамшу, любимец земли родной. Не одинок сейчас Будамшу, в любом районе его вы найдете. И чебаном является Будамшу, рабочий он и журналист, и артист Будамшу есть среди народа. Сегодня мы с вами познакомились. Хорошее давайте поддерживать, а с плохим бороться. А теперь попрощаемся. Желаем вам счастья. Сторона, где родился Будамшу, пусть всегда цветет.